Доброе утро, родители, студенты и коллеги. Мы начинаем родительское собрание колледжа Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Тема – организация очной системы обучения. Слово предоставляется директору колледжа БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы Валерию Генриховичу Иванову. Доброе утро, уважаемые родители, дорогие студенты, коллеги. Я приветствую вас от имени администрации университета и колледжа на онлайн-платформе, онлайн-канале, нашего университета. Надеемся, что это одно из крайних мероприятий, которое проходит в таком формате, потому что, как вы уже поняли, мы возвращаемся, на очную форму обучения, и уже следующая наша встреча, наверное, будет проходить в актовом зале, смотря, как говорится, глаза в глаза. Действительно, тему мы обозначили, она злободневная, и уже все как на устах, и вопросов у нас поступало и поступает очень много. Как долго мы будем учиться в дистанционном формате? Слава Богу, с 8 февраля все университеты России переходят, возвращаются на очную форму обучения, в том числе и наш Башкирский государственный педагогический университет. В том числе и студенты нашего колледжа. Но специфика такова нашего колледжа, что у нас очень много студентов, у нас 61 академическая группа, поэтому одновременно все вернуться на очную форму обучения не можем. И с 8 числа у нас к очной форме приступают студенты нового набора, студенты первого курса на базе 9 и на базе 11 классов, и выпускные группы. Это связано с тем, что у нас и процедура заселения в общежитие, которую нам подробно потом расскажет Регина Айратовна. Это и, приезд, распределение по корпусам. И остальным не стоит пугаться, потому что через неделю, 15 февраля, уже студентов второго курса и оставшаяся группа студентов третьего курса также приступит к очной форме обучения. Действительно, все устали, все уже от этих, наших мониторов, смартфонов, и охота нам тоже увидеть вас, ваши оживленные голоса, услышать в наших коридорах, в наших аудиториях. И это время уже, как сказал, уже наступило. Как говорится, пока вы были на дистанционном обучении, обучались дома, университет и колледж не бездействовали. Когда вы придете уже в наши корпуса, многие наши аудитории, коридоры вы не узнаете, потому что очень много сил и усилий, и средств университет приложил для того, чтобы за это время отремонтировать, облагородить нашу аудиторию, оснастить новой техникой и так далее. Поэтому мы тоже поработали и надеемся, что те недостатки дистанционного обучения, которые они будут у нас уже в ближайшее время, когда вы приступите к очной форме обучения, изжиты, и мы опять выйдем с вами на привычный уровень наших показателей. Пока такой информации. Поэтому не надо переживать, что кто-то выйдет на очную форму, кто-то не выйдет. Все мы будем в феврале учиться уже в очной форме обучения. Самое главное, чтобы ситуация с коронавирусом, она не ухудшилась. В этом случае, естественно, все возможно, да, и обратный ход тоже. Но будем надеяться, что мы сознательно с вами будем беречь себя, беречь окружающих, беречь свое здоровье, и мы уйдет в историю этот дистанционный формат обучения. Много вопросов поступает у нас от иногородних по заселению в общежитие. Этот вопрос, наверное, лучше всех ответит Регина Айратовна. Она директор студгородка. Пожалуйста, Регина Айратовна. Доброе утро, уважаемые участники родительского собрания. Хочу начать свое выступление с того, что в общежитиях подготовлены все условия для организации проживания в условиях недопущения распространения коронавирусной инфекции. В местах общего пользования размещены дозаторы для антисептика, диспенсеры для мыла. Ведется ежедневное кварцевание и проветривание согласно утвержденного графика. Обязательно на территории общежития необходимо носить маску в местах общего пользования и при входе пользоваться электронным пропуском. По поводу заселения. Заселение будет производиться с 4 февраля. Единственное, общежитие номер 2, оно будет с 3 февраля. Подробно группы, какие в какой день заселяются, у нас размещено в группе ВКонтакте
студгородка и в группе колледжа. При себе необходимо иметь, так как вы уже заселялись в сентябре, при себе необходимо иметь договор найма жилого помещения, паспорт и результат флюорографии. Флюорография у нас действительно в течение года, поэтому повторно ее сдавать не нужно. Приезжайте с этим результатом. На вахтах будут лежать списки, отмечаетесь в них и уже проходите в медосмотр и в свою комнату. По утвержденному графику потом будете получать белье те, кто уже сдавал его при отъезде. По поводу оплаты. Оплата, если вы ее произвели за ноябрь-декабрь, то она будет перерасчитана на эти месяцы заселения. И по поводу допуска. В общежитие, опять же, в целях недопущения распространения коронавирусной ситуации допускаются только проживающие. Просим войти в положение. Наверное, у меня все. Спасибо, коллеги. К нам на чат уже поступают вопросы, а также вопросы были заданы нашими родителями, и поступили они на почту колледжа. И сейчас мы начнем как раз на них отвечать. Итак, уважаемые коллеги, первый вопрос. Когда выходят все студенты на очное обучение? Пожалуйста, когда выходят все студенты на очное обучение? Ну, я уже ответил на этот вопрос. У нас студенты первого курса и выпускных групп выходят 8 числа. Заселение будет у них в общежитии для иногородних от 3, 4, 5 февраля. Остальные группы, группа второго курса и остальные группы, оставшиеся группы третьего курса выходят на очное обучение 15 числа. График заселения до них будет доведен. Спасибо большое. Следующий вопрос. Заселение иногородних в общежитие когда будет? Заселение в те же комнаты или другие? Ну вот про заселение иногородних сказали, что будет осуществляться по графику 3, 4, 5 в разных общежитиях свой график, даты и время, уважаемые студенты. Я вчера все скинула в группы, мы скинули в социальные сети. Смотрите, пожалуйста, ВКонтакте, в Инстаграм, а также в ваших студенческих группах. Даты и время мы просим соблюдать очень жестко. Приезжать и заселяться именно в те даты и в то время – это связано с заселением и других студентов университета, а не только колледжа. Ну и заселение в те же комнаты или другие, Регина Айратовна? Заселение будет производиться в те же комнаты, потому что при заселении в сентябре мы с вами заключали договор найма жилого помещения конкретно на определенную комнату, на определенное койко-место. Поэтому все так же остается, в те же комнаты вы заселяетесь. Спасибо большое. Вопрос также насущный. Стоимость проживания в общежитии оплачивать до конца учебного года или по месяцам, как осенью, Регина Айратовна? Первое. Проживание стоит 1009 рублей в месяц, как в 7 общежитии, так и в 1 и во 2. Оплачиваем пока только за месяц. Опять же, по поводу перерасчета. Если вы оплатили, также у заведующих будут списки тех, кто оплатил. Поэтому здесь переживать не нужно, сразу будет видно. Оплачиваем пока только за месяц. Спасибо большое. Очень много вопросов про оплату. Наверное, нужно успокоить наших студентов, сказать, что при заселении к каждому будет индивидуальный подход. Конечно, мы будем учитывать, какие группы ушли в октябре, значит, на дистанционное обучение, какие в ноябре. И в связи с этим мы будем смотреть по компьютеру все ваши счета на месте. Все деньги будут, конечно же, просмотрены и оплачивать вы будете согласно нашему порядку. Итак, значит, следующие вопросы. Вот мы читаем по чату. Очень много вопросов, конечно, вторые курсы, когда будут заселяться и так далее. Мы отвечаем, ребят, вы, пожалуйста, внимательно слушайте, что мы начнем заселение в неделю перед вашим выходом. Так как вторые курсы и все остальные выходят 15 февраля, то заселение, график мы будем делать с 8 по 12-13 число. Да? Ведь это мы тоже все урегулируем и вам в группы отправим. Не переживайте. Все, что нужно будет для вновь заселяющихся, мы также напишем, кто не заселялся в сентябре.
Итак, есть вопросы такие. Ребенок приедет в город. Мы знаем, что 23 числа были митинги и 31 числа, 31 января митинги ожидаются. Приходит сообщение на телефон ребенка с приглашением на эти митинги. Стараются наших детей зазвать туда. Как оградить от назойливых зазывал? Валерий Генрихович, вам вопрос, думаю. Да, действительно, вопрос. Есть такой вопрос. Да, и мероприятие было вот 23-го. Мы знаем, что планируется 31 числа, то есть завтра. Но наша позиция такова, что мы студенты педагогического вуза, педагогического колледжа, не должны принимать участие в таких несанкционированных мероприятиях. У нас очень много своих мероприятий, много нужно восполнить вот за то время, которое мы обучались дистанционно. Но мы надеемся, что наши студенты сознательные и, естественно, и родители сознательные, наверное, тоже поговорите дома с детьми, что в таких мероприятиях не принимали участие, потому что наши дети не марионетки, чтобы ими дергали руководители. У нас есть чем заняться. У нас учебный процесс, мы должны получить хорошее, качественное образование. Вот, наверное, так можно ответить, потому что мы студенты, мы должны учиться. Хорошо, спасибо большое. И далее вопросы поступают на наш чат. И вопрос такой. Все ли пары будут проходить в очном формате? Все ли пары будут проходить очно? Ну, да, мы считаем, что все пары будут проходить очно. Распоряжение ректора университета. Мы соблюдаем все правила этого очного обучения с применением дистанционных форм обучения. Это в очень индивидуальном порядке будет приниматься решение на уровне ректора университета, а все пары будут вестись очно. Следующий вопрос. Ну, я просто скажу, как заместитель директора по воспитательной работе, я лично вчера сама, ребята, прописывала в группе и кураторов, и преподавателей, что нужно иметь при себе при заселении, и что нужно будет писать, какие документы привозить. Но я еще раз продублирую здесь. Когда вы приезжаете на заселения. Те группы, которые уже заселялись ранее, привозят с собой паспорт, договор найма жилого помещения, справка о регистрации. Значит, обязательно нужно флюорографию, свежие результаты. Если у вас год не прошел еще с прежней флюорографии, то значит она еще действует. Если флюорографии не было, то, пожалуйста, привезите. И маски обязательно. Регенератор, еще что-то? Ну, оплату, если ее не вносили, то оплату за проживание в течение месяца. Иметь деньги наличные за, так сказать, за проживание, чтобы заплатить. Итак, нужно ли на парах студентам носить маски? Вопрос. Уважаемые студенты, есть регламент определенный. Несовершеннолетним студентам на парах маски мы не можем запретить носить и разрешить. То есть он есть, этот регламент. По желанию несовершеннолетние на парах маски надевают или нет. Но в местах общественного скопления, на переменах, в коридорах, в столовой, на мероприятиях общественных, где будет большое скопление народа, маски носить обязательно. Ну, а совершеннолетним студентам мы будем рекомендовать ношение масок повсюду, и на парах, и в общественных местах. Можно я добавлю? В общежитии обязательно вход в масках и нахождение тоже в местах общего пользования. Да, и в колледж, естественно, тоже вход в масках. И дальше мы тоже проговорим, каким образом будут эти моменты осуществляться в колледже. Следующий вопрос. Будет ли обязательными прививки от ковида? Будем ли мы всем делать прививки от ковида повсеместно? Ну, вообще-то у нас
в Российской Федерации, в Республике Башкортостан вакцинация – дело добровольное, в том числе и для студентов колледжа, и для преподавателей колледжа. Поэтому тут бояться не надо, что принудительно будет кого-то прививать, вакцинировать. Мгм. Следующий вопрос такой. Пары будут как раньше с 8:30 или с 8:00? Это, видимо, задают вопросы студенты, которые не обучались в этом учебном году. Мы можем ответить, что с сентября месяца весь университет и колледж в том числе перешел на время новое, и первая пара начинается с 8:00. И немножечко изменились расписание перемен. Это все будет вам, конечно, выложено, и вы все увидите. Разрешат ли спортсменам заниматься дополнительно в секциях? Спрашивают. Разрешат ли спортсменам заниматься дополнительно в секциях? Это тоже, в принципе, не запрещено. У вас тренировки были запланированы и на дистанционном обучении. Вы приезжали, занимались, уважаемые спортсмены. Я так понимаю, что это профессионально занимающиеся спортом студенты физкультурного отделения. Поэтому, да, разрешат с определенными ограничениями, но в том числе, если это необходимо, то заниматься, конечно же, нужно. Следующий вопрос. Как будут мерить температуру у ребят при входе, мы так понимаем, наверное, в общежитие и в колледж? Ну, наверное, вопрос ко мне, да. Да. Мерить температуру. У нас тепловизоры есть, бесконтактные термометры есть. На входе в колледж у нас 2 точки для замера температуры, чтобы дети не пересекались, скопления не было. Для тех, кто проживает в общежитии, температура меряется уже на выходе из общежития. Поэтому тут вопрос такой нормальный, что если у ребенка будет температура, подозрение на что-то, у нас есть комната изолятора, куда мы отводим ребенка, там медицинская сестра, при необходимости мы приглашаем уже врачей, скорую помощь, а иногородних они вот должны мерять вообще-то дома утром температуру, прежде чем выйти на занятия с температурой, конечно, лучше не приходить, не выходить. А замер температуры осуществляется, у нас все средств достаточно, и людей тоже. Спасибо. Вопрос, наверное, к Регине Айратовне. Спрашивают, если не могут заселиться в то число, которое определено, ну вот 4 числа, то можно заселиться 5 в другой день, Регина Айратовна? В любом случае комиссии по заселению будут работать, и, соответственно, у каждого есть свои какие-то ситуации жизненные, поэтому мы принимаем в рабочие дни, пожалуйста, в рабочее время, в любой, прям строго график, да, не будет такого, что мы вас не приняли, поэтому ждем вас в любом случае. Регина Айратовна, тоже вопросы. Можно ли заселяться в субботу? В субботу мы не работаем, это выходные дни, поэтому большая просьба, продумывайте. Может быть, тогда лучше 8-го утром, к примеру, подъехать, но в субботу сложно будет. Даже просто элементарно вы без постельного белья будете, потому что кто-то уезжал, сдавал постельное белье, и здесь не вариант в субботу и воскресенье заселяться. Спасибо. И также вопрос, наверное, к вам, Регина Айратовна. Если потеряли чек за оплату за общежитие, подойдет ли выписка из банка? Оплата была ранее проведена, и они ушли на дистанционку. Если потеряли чек об оплате. Сейчас. Так-то у заведующих будут списки, те, у кого есть оплата. Но можно и выписку с банка. Главное, чтобы просто было видно, что вы оплатили. Спасибо большое. Вопрос, Валерий Генрихович, вам. Если в группе заболеет один студент, остальных отправят на карантин или нет? Осенью мы практиковали так, да, если ребенок в группе заболел, то мы всю группу отправляли на 2 недели карантин, но это, наверное, зависит от конкретной ситуации, в какой форме, что там, или подозрение у ребенка, или температура. Но если подтвержденный ковид, наверное, по рекомендациям Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, так ведь, наверное, мы тоже будем вынуждены отправлять на карантин.
То есть, по сути, это на дистанционное обучение. Но я еще раз повторю, это будет уже такой индивидуальный подход. Спасибо большое. Если у ребенка утром температура, можно ли пропустить занятие без справки врача? Будет ли такая причина отсутствия на занятиях считаться уважительной? Валерий Геннадьевич. Наверное, если что ребенок температура подтверждается родителями, то, наверное, это будет уважительной причиной. Ну, наверное, подтверждение родителей нужно для того, чтобы после того, как ушли родители на работу, ребенок просто не проспал. Но причина будет уважительной, если есть справка от родителей, да, записка от родителей, да. Да, уважаемые студенты, родители, если заболел ваш ребенок, записочку, пожалуйста, связь с куратором, звонок кураторам и объяснение причины, потому что у нас также проверяется ежедневно, проводится мониторинг заболевших, и мы будем держать руку на пульсе и обязательно проверять ежедневно, значит, количество присутствующих студентов и причину их отсутствия. И чтобы не была эта причина неуважительной, какие-то были потом последствия, мы просим родителей связываться с куратором и объяснять причину. Либо записка, подпись, фотография обязательно, да, присылаем куратору с объяснением отсутствия ребенка. Так, продолжают поступать вопросы. И в основном я вижу в чате вопросы одни и те же. Может быть, позже подключаются. Насущный переживательный вопрос по поводу перерасчета за общежитие. Прям вот пачками приходят вопросы, будет ли перерасчет за общежитие за апрель-июнь 2020 года, будет ли перерасчет за октябрь-ноябрь и так далее. Перерасчет будет, еще раз проговариваем это. Перерасчет обязательно будет. Будут списки у заведующих, у кого остаток есть. Поэтому не переживайте. В любом случае это все учитывается. Если вы оплатили, это все видно в бухгалтерии. Они нам передают списки. По ним мы будем работать. Соответственно, вы когда приезжаете, если вы оплатили, вы проговариваете, что вы оплатили, что у вас остаток, вас по списку найдут. Соответственно, уже будет видно, насколько у вас месяцев хватает оплаты. Здесь спасибо. Так. Валерий Генрихович, вопрос. Вход в колледж по пропускам у некоторых студентов пропусков нет. Вот вопрос. Пожалуйста. Да, действительно, вопрос такой, скажем, уместный, потому что у нас в 12-й учебный корпус, основной учебный корпус нашего колледжа, раньше был обычный вход, проверка осуществлялась только вахтерами. Но вот я говорю уже, пока ваше отсутствие, уважаемые студенты, мы много дел сделали, в том числе у нас теперь и в общежитии, 7-е общежитие наше, и 12-й учебный корпус, как во всех остальных общежитиях, учебных корпусах, установлена система контроля и управления доступом, то есть так называемые сходы, турникеты. Для тех студентов, у кого есть пропуска, это, скажем, у нас, наверное, в основном выпускные группы, старшие группы, проблем никаких, потому что эти пропуска будут действовать. Для преподавателя в том числе тоже. У кого нет пропусков, у нас списки уже и студентов, и преподавателей поданы в управление, информационно-техническое управление, которое осуществляет выдачу пропусков. Для преподавателей это будет пропуска, обычные пропуска, а для студентов мы активизируем это так называемые наши кампусные карты ВТБ, которые вы уже получили. И с этими картами, согласно графика, график тоже составлен, когда уже начнется учебный процесс 8 числа, мы уже согласно графика, группами будем вас сопровождать, и там вам будут оформлять. Ну, эти пропуска, то есть активировать эти карты ВТБ. Поэтому карты ВТБ, вот особенно, я говорю, иногородним, не надо оставлять дома. Те студенты, которые заселятся раньше, 3, 4, 5 февраля, они могут в индивидуальном порядке подойти, это 201 аудитория 2-го учебного корпуса, и уже оформить индивидуально. Ваши данные, списки тоже есть. А для тех студентов, у кого нет кампусных карт ВТБ, надо обратиться к куратору Наталье Николаевне, и эти карты мы вам выдадим и активизируем. Но проблем с пропуском не будет.
Но еще раз хочу вот сказать, что вот эта система позволяет нам ограничить или оградить учебные корпуса и общежития от несанкционированного или случайного прохода посторонних лиц, тем более в нашей вот ситуации. Да. Мгм. Ну, Спасибо. наверное, исчерпывающий ответ, да, так я понимаю. Спасибо большое. Вопрос. Будет ли работать столовая или буфет? Валерий Генрихович. Да, столовая будет работать с соблюдением со всех норм, требований, которые в данной ситуации они предъявляются к пунктам общественного питания. В 7-м учебном корпусе это будет наша столовая, вот обычная, которая работает в обычном режиме. Пропускная способность позволяет, мы это уже осенью апробировали, эта вся система соблюдения расстояния и так далее. Да. В остальных учебных корпусах тоже обязательно будут работать буфеты, но без горячего питания дети все равно не останутся. Спасибо большое. Вопросы поступают, и поступают очень активно. Несколько раз, я думаю, можно девочке ответить. Что делать, если договор найма жилого помещения остался в комнате? Можно ли будет сначала его из комнаты забрать? Да, конечно, потому что мы знаем, что уезжали, многие вещи оставляли. Поднимайтесь, забирайте документ, показывайте, и как бы процедура проходит заселение. Дорогие друзья, много паспортов оставили даже в комнатах, когда уезжали. Поэтому мы, конечно, люди, и все понимаем, и можно будет забрать и договор найма, и паспорт, а потом вернуться и заселиться, пожалуйста. Паспорта, главное, не забывайте, когда вы приедете. Ну, вопросы дальше поступают. И вопрос, Валерий Генрихович, не планируется ли пятидневка? У нас учебный процесс, график учебного процесса утвержден, у нас шестидневка и пятидневка никак не планируется. У нас объем часов по учебному плану он рассчитан на то, что мы занимаемся 6 дней в неделю. Спасибо большое. Вопросы. Есть ли вероятность возврата на дистанционное обучение? Валерий Генрихович. Ну, я уже, по-моему, ответил на этот вопрос в начале, так ведь. Если ситуация с коронавирусом ухудшится, естественно, этот вопрос, наверное, тоже встанет на повестку дня, но это решается уже, наверное, на уровне министерства, на просвещения, на уровне руководства университетом, руководства регионом. Такую вероятность никто не исключает, но будем надеяться, что у нас ситуация, она будет только в сторону улучшения, потому что сейчас вот эти прививки тоже, они уже вакцинация, да, и увеличение, как говорится, общественного иммунитета, она с каждым днем все больше и больше. И я надеюсь, что мы на дистанционный формат не вернемся, и это останется у нас в истории. Спасибо. Вопросы такого одинакового характера, но тем не менее можно объединить их. Будет ли комендантский час в общежитии и до какого часа? С какого часа? И будет ли ночью общежитие работать? Вот много вопросов таких вот. Немножко такой непонятно завуалированный вопрос, да, комендантский час, да, как вам не было, но имейте в виду, уважаемые городские родители и студенты знают, иногда для иногородних, наверное, в первую очередь, да, у нас в городе комендантский час для несовершеннолетних с 10 часов вечера нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых. А что касается общежития, Регина Ираповна, ну, в общежитии то же самое распространяется, потому что несовершеннолетние, они несовершеннолетние, поэтому да. До 10 часов все должны быть уже вернуться домой. Как бы. И вообще в условиях недопущения распространения пока временно ночные походы как бы нужно остановить, потому что где ночью можно ходить, если уже сейчас практически ничего не работает? Да, мы хотим сказать также, что в городе, в республике, но все-таки мы будем еще понимать, что действуют некоторые меры ограничения, и комендантский час для несовершеннолетних он сохраняется. И мы хотим сказать для тех, кто сейчас заселяется в общежитии и собирается ночью отсутствовать в общежитиях, да, и какие-то послабления для себя сейчас вот, ну, как бы
проигрывает разные ситуации, мы хотим сказать, что если вы приехали учиться, уважаемые студенты, вы уж учитесь. Осталось совершенно немного месяцев учиться, да, и нужно получать знания в очном формате, который мы сейчас организуем. Ну, а по ночам работать или отсутствовать в общежитии, это крайне негативно будет отражаться на вашу учебу, и, в принципе, мы этого не разрешаем, да, но не способствуем этому, не приветствуем это. Поэтому родители тоже отработайте эти вопросы со своими студентами, если они еще и несовершеннолетние, потому что у нас очень много несовершеннолетних, да, практически первый, второй, весь третий курс несовершеннолетние студенты. Поэтому, я думаю, здесь вот такие вопросы о послаблении комендантского часа, о прохождении в общежитии ночью, вот я читаю, и так далее. Давайте будем отрабатывать в индивидуальном порядке, если у вас есть такая необходимость работы по ночам или возвращения в ночное время. Это уже очень индивидуальная работа с каждым студентом. Ну, давайте тут я добавлю, наверное, что значит работа по ночам. Мы официально даем индивидуальный график обучения только тем студентам, которые устраиваются на работу официально по профилю обучения, по профилю специальности. Для остальных там разгрузка чего-то и так далее, работа грузчиком, охранником, неофициальное трудоустройство, это мы не приветствуем, это практически, скажем, мы запрещаем, потому что кто будет отвечать за вашу жизнь и здоровье, когда вы там будете работать? Ну, как сказала Наталья Николаевна, вы же приехали, я так понимаю, соскучились по очному обучению, а не по ночным гуляниям. Поэтому давайте будем настраивать, что мы ночью в общежитии будем отдыхать, а днем будем учиться. Спасибо. Так, ну и спрашивают, сроки обучения не сдвигаются, когда выпуск? Валерий Генрихович. Ну, в период дистанционного обучения мы придерживались нашего утвержденного графика обучения и в дальнейшем будем придерживаться, поэтому все согласно нашего графика обучения, учебного процесса, который есть у нас на сайте университета, на странице колледжа, поэтому рассчитываем, что мы учимся нормально, в июне закончим, и выпускные группы у нас уже получат своевременно, согласно этого графика диплома, и учебный год уже, мы скажем, нормально, хорошими показателями закончим тоже в июне месяце. График не сдвигается. Спасибо. Прочту вновь вопросы из чата, повторяющиеся. Спрашивают, без флюорографии мы не будем заселяться? Нас не заселят? Я потерял флюорографию. Что мне делать? Вновь проходить флюорографию или нет? Ну, я думаю, это такие бытовые вопросы. Если вы потеряли флюорографию, обратитесь, пожалуйста, в то место, где вы проходили. Вам в регистратуре или доктор той клиники, где вы проходили флюорографию, еще раз выдаст справку о том, что вы проходили. Ведь это фиксируется в документах у докторов. Поэтому нет проблем, если вы проходили флюорографию и потеряли ее, возьмите вновь. Ну а если не проходили, то вам нужно пройти, потому что это процедура заселения такая, нами не придумана. Вопрос следующий. Если я не могу самостоятельно приехать и заселиться, может ли за меня заселиться кто-то другой? Несколько раз повторяется вопрос. Нет, потому что договор найма у нас заключен со студентом, и заселяется только студент. Если вы сейчас не можете подъехать, подъедете в удобный для вас день, в рабочий. Потому что смысл нам кто-то будет заселяться, если нам нужен студент. Поэтому здесь так только. Спасибо большое. Вопрос, Валерий Генрихович, вам. Рассматривается ли дистанционное обучение по заявлению родителей в связи с распространением коронавируса? Много раз повторяющийся вопрос в разных интерпретациях, но вот он есть. Я так понимаю, это вот студенты или родители, которые не хотят приезжать учиться, очно учиться, да. Но, скажем так, у нас обучение коллективное, групповое и индивидуальное обучение у нас не предусмотрено, поэтому если мы выходим на очную форму обучения, значит, все должны учиться очно.
Индивидуальный график, я уже вот говорил, только для тех, кто работает по специальности, или можно остаться дистанционно, если ты заболел и находишься на больничном. А так по желанию просто не прийти и заниматься дистанционно, конечно, нельзя. Преподаватели будут работать в аудитории и параллельно еще вам выкладывать материалы в системе СДО, в нашей ЛМСке. Они ведь физически будут не в состоянии, естественно, поэтому это связано и с этим в том числе. Но я повторяю, что учимся все очно, никаких привилегий, перехода кому-то индивидуально, остаться на дистанционном обучении нельзя. Спасибо, Валерий Генрихович. Я буду повторять информацию, наверное, ту, которую мы озвучивали 15 минут и 30 минут назад. Выйдут ли вторые курсы на обучение и все остальные? Все время повторяются вопросы с восклицательными и вопросительными знаками. Мы говорим «да». Выйдут вторые курсы на обучение, и третьи невыпускные курсы выйдут. Они выйдут 15 февраля на обучение. Ну, это, видимо, кто поздно подключился. Да, кто позже подключается, мы еще раз озвучим, что все выйдут на очную систему обучения. У нас дистанционное обучение сохранится только для студентов заочного отделения. Вторые курсы выйдут 15 февраля. Какие меры профилактики распространения вируса принимаются в колледже, Валерий Генрихович? В колледже и как в учебном корпусе 12-му, в общежитии, вот, которые 7-12, как мы говорим, наши основные учебные корпуса и общежития, и других учебных корпусах и общежитиях университета у нас достаточное количество закуплено рециркуляторов воздуха, замеров температуры, термометры бесконтактные, и ежедневно проводится дезинфекция во всех этих учебных аудиториях, помещениях общего пользования. Поэтому это вот согласно распоряжению нашего ректора, там составлен целый алгоритм обслуживания учебных помещений, учебных корпусов, общежитий и так далее. Поэтому все в пределах, как говорится, все на контроле и все дезинфекция проводится. Спасибо большое, Валерий Генрихович. Вопрос, Регина Айратовна, вам. Договор найма жилого помещения у заведующей остается или отдается на руки? При заселении договор найма составляется в 2 экземплярах. 1 экземпляр остается у заведующей, 1 экземпляр должен быть у вас на руках. Спасибо. И вопрос. Будут ли культмассовые мероприятия для студентов, в частности, студенческая весна? Уважаемые студенты, родители, мы хотим сказать, что все массовые мероприятия мы будем проводить строго по распоряжению и по приказу ректора университета, по распоряжению нашего департамента по воспитательной работе. Мы очень соскучились по всем мероприятиям. Мы будем в колледже по группам, скорее всего, проводить такие массовые творческие мероприятия согласно нашему плану воспитательной работы, календарные праздники, да, которые у нас скоро грядут, 23 февраля, 8 марта. Мы с удовольствием будем проводить, но строго с теми правилами, которые еще пока присутствуют. Мы хотим сказать, что много вопросов одних и тех же повторяющихся, конечно, есть, но смысл вот одного вопроса, наверное, Регина Айратовна очень волнует. Будут ли заселяться студенты 2-го курса в те комнаты, которые были за ними закреплены? Они не проживали, с сентября месяца, да, не заселялись, и смогут ли они заселиться именно в те комнаты, в которые жили на 1-м курсе? Это те группы, которые ушли в марте еще, да, у нас получается? Да, в марте 2020 года да, ушли вот. они, да. Получится ли у них проживать именно в тех комнатах? Это касается 1-2 общежития, я так понимаю, да? Вопрос, наверное. Да, 1-2 общежитие. Ну, вообще комнаты за вами оставляли, если вы говорили о том, что вы будете проживать, и вы с нами договор не расторгали. Поэтому те, кто уехал в марте и говорил студенческому совету, что проживать будут, места за вами остались. Как бы здесь нет в этом вопроса. Единственное, если только были те, кто расторгал с нами договор и сейчас уже передумал и решил заселиться, то будете заселяться уже на свободные места тогда.
И также спрашивают, Регина Айратовна, если потеряли временную прописку, как быть? Ну, вообще нужно восстановить, обратиться к паспортистке, сделать дубликат, потому что в любом случае временная регистрация у вас должна быть. Те, кто иногородние студенты находятся на территории общежития, они должны иметь временную регистрацию, поэтому ее необходимо восстановить. Просто объясните при заселении, если что потеряли и что будете восстанавливать. Уважаемые друзья, мы хотим сказать, что много вопросов вы задаете, интерпретируете их по-своему, и, в принципе, они во многом повторяют один другой. Мы хотим сказать, что да, по процессу очного обучения ответил Валерий Генрихович, у нас шестидневка. У нас шестидневка и пятидневка не планируется, просто еще к тем вопросам, может быть, позже подключились. И, в общем-то, Валерий Генрихович, я хочу сказать, что вопросы наши завершились. Те, которые пришли на почту колледжа, мы озвучили. И в чате, которые вопросы мы видим, мы тоже уже озвучили в полной мере. Ну, наверное, если вопрос повторяется, нет такой необходимости в субботнее утро, еще время утра, так, ведь у всех свои планы, наверное, на выходные дни были держать. Спасибо всем, кто подключился, кто нас послушал. А у кого остались вопросы еще, возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь в электронном формате, в электронную приемную или на электронную почту нашего колледжа, если мы вам ответим. Время еще у нас впереди есть, какие там, если остались неясные моменты вот до 8 числа, ну, наверное, там не 8 уже, а 6 числа, да, так ведь до субботы, когда уже все основные там студенты должны иногородние приехать заселиться. Время есть, поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы, мы вам ответим, и где надо, мы вам поможем. Но всем, кто подключился, спасибо, и, естественно, спасибо, кто вот сегодня нам все это организовал. Спасибо, до свидания. До свидания.